Что хотели сказать нам наши древние предки? Искатели в Якутии открывают окно в исчезнувший мир. Из года в год, из века в век, среди равнин, гор и лесов течет река Лена, неся свои воды к северным морям. А рядом с ней течет другая река, река человеческих жизней. Поколение сменяется поколением, род приходит и род уходит. Какие люди жили на берегах этой реки в стародавние времена? О чем думали, надеялись и мечтали? Об этом может рассказать их письменность. Считается, что первые попытки создания письменности на якутском языке были предприняты миссионерами в начале XIX века. Издавались богослужебные книги на транскрипциях, основанных на церковно-славянском и русском алфавитах. В 1821 году в иркутской губернской типографии был напечатан катехизис на гражданском алфавите, не приспособленном к фонетическим особенностям языка. В результате катехизис был передан на совершенно исковерканном якутском языке. Первую попытку приспособить русский алфавит к особенностям якутского предпринял Дмитрий Хитров, впоследствии епископ якутский и вилюйский Дионисий. Но впоследствии усовершенствовать якутский алфавит пыталось немало ученых. В 1897 году в Казани профессор Катанов при участии якутских студентов. Отто Бётлинг. Его азбука была в ходу довольно долго. В 1917 году якутский лингвист Семен Новгородов. Его алфавит, основанный на латинице, был основан на принципе «писать, как говорят». Ни знаков препинания, ни общих правил написания. В 1923 году был получен отлитый в Ленинграде шрифт, и началось печатание книг, газет, букварей и даже лозунгов с плакатами по новгородовской транскрипции. Ярым противником алфавита Новгородова выступил якутский этнограф и писатель Алексей Кулаковский. Он ратовал за создание якутского алфавита на основе русского. И началась длительная и ожесточенная дискуссия. Появление множества проектов, бесконечные правки алфавита, расхождение между печатным и письменным шрифтами создали по всей Якутии атмосферу неуверенности и неразберихи в деле установления письменности. Наконец, в 1926 году в Советской России возникает идея унификации всех тюркских алфавитов. В 1929 году в Казани обсудили проект унифицированного тюркского алфавита. А 9 марта этого же года Президиум Якутского комитета партии по докладу председателя Комитета якутской письменности Платона Алексеевича Аюнского принимает историческое решение. Якутия переходит на унифицированный тюркский алфавит. Но официальное мнение было однозначно. До прихода русских якуты своей письменности не имели. Если она и была, то утратили ее. Как говорится в старинной легенде, прародитель якутского народа Эллей уронил письмена в воду, когда плыл с верховьев Лены. Убежденность в отсутствии у якутов письменности основывается на отсутствии исторических памятников. Искатели Якутии обнаружили доказательства того, что письменность нельзя утопить. Мы находимся у Семена Романовича Попова, краеведа и основателя Музея якутской письменности, находящегося в Чурапчинском улусе. Он твердо убежден, письменность у якутов не просто существовала, она сохранилась до конца 19-го, начала 20 веков и использовалась наравне с официально признанным алфавитом. Это руны. Искатели Якутии попытаются разгадать их тайну. Руны –
общее наименование символов, букв в древних алфавитах. Рунические знаки или похожие на них можно найти у многих народов – у скандинавов, маньчжуров, славян. Рунические алфавиты появлялись там, где основным способом письма было вырезание символов на твердом основании – камне или дереве. В противоположность клинописи на глиняных табличках или на восковых дощечках. С одной стороны, и руны, и клинописные знаки похожи. Так в чем же различие? И те, и другие являются буквами. Одни вырезали, а другие выцарапывали. Где как было удобнее и сподручнее. Но руны издавна покрыты ореолом таинственности. Они сложнее клинописи и являются своего рода гибридом письменности и символических рисунков. Руническое письмо сохранилось на скалах, на Шишкина, Токо, Алекиме, по Белюйскому немного, по Амге и даже в Индигирке есть. В Усмаевском районе тут тоже. Где скотоводы шли по долинам рек, вот это на скалах вот этих рек очень много. В Якутии больше 100 с лишним местах имеется руническое письмо. В общей сложности 5 с лишним тысяч знаков там. В том числе вот есть и графические, гравированные написания. А почему вы считаете, что это именно якутские письмена? Здесь же жили и венки, Юкагиры, да. Юкагиры, да, Ганасане. Может быть, это их письмена? Да. У них, конечно, в некоторой степени есть письмена. Но я до этого уже сказал, там, где якуты проходили, жили в основном. И там и находятся вот эти письмена в основном. Очень хорошо рельефно видно. А это вот на район... скалах. Я понимаю, а район Вилюйска есть вот там письмена? По Белюйске есть, по Амге есть, по Токо, по Алекиме есть. Вот там. Нет, я не случайно спрашиваю про Вилюйск, потому что в Вилюйске якуты появились очень поздно, и они никогда там не жили. Значит, если на Вилюе есть письмена, значит, это не якутские письмена. Нет, в Вилюе очень мало письмена. Там есть и, конечно, юкагирские и прочие письмена. Это они археолога или это историка хорошо различают, кто и как когда писал. Ага. Поэтому вот так говорю. А то, что на железе, то, что на деревянных строениях, конечно, все это, ну, особенно вот в недолговечных вещах написанные, они, конечно, исчезли. Тем не менее, вот, и здесь, видите, как руническое письмо. Это 18 века. Это в моей деревне недалеко. Это даже кто такие тут жили, вот этих Это недалеко домах. от Чурапчи, да? Да, недалеко от Чурапчи, ага. Вот там я находил. Это точно 1775 написано там. Дата даже написана. Чьи это дома, мы знаем. Вот здесь, даже вот это дома. Это 1870-80-е годы строения. Там вот рунические письмена сохранились на деревянных строениях. Числовые, которые похожи на римские цифры, это наши предки, неграмотные предки, использовали до 1935 года. Тут они все у меня документально имеются. Как интересно. Да. Как они изолированы, но слишком далеко мы на севере жили. Поэтому и те совсем изолировались. Это очень интересно. Мы же народ тюркского происхождения, тюркоязычные. А у турков руническое письмо давным-давно исчезло. А тут сохранилось на севере. Это уже каким-то образом консервировалось, изолировалось слишком. Искатели Якутии обнаружили, что все рунические надписи, найденные на территории Якутии, сравнительно молоды. Но одна из надписей стоит особняком. Чем же она уникальна? Уникальная наскальная надпись была зафиксирована местностью Лоханан. Так, эту надпись обнаружила экспедиция Николая Николаевича Качмара
Вот именно сущность данной надписи требует пристального внимания вот тем, что данная надпись была высечена на камне специальным предметом, вот, предназначенным, видимо, для нанесения рисунков или надписей на твердой каменной поверхности. Вот. Мы полагаем, что эта надпись, единственная надпись на территории Якутии, вот, которая была сделана именно методом граффита. Вот остальные надписи были написаны именно краской охрой. Сама надпись состоит из 21 знака. Вот, высота знаков 2 сантиметра. Вот, общая длина данной надписи 20 сантиметров. Эту фотографию мы в 1998 году показали московским специалистам. Это конкретно этим занимался Дмитрий Васильев, академик. Но он полагает, что именно это рунические надписи, они руноподобные. Вот некоторая часть, конечно, руноподобные надписи, но он сказал, что можно расшифровать, но он не знает именно на основе какого языка нужно расшифровку сделать. Мы эту надпись отправили и в Турцию отправили, в Казахстан отправили, московские, санкт-петербургские тюркологи занимались. Но пока никто не смог сделать точную расшифровку. Привычные методы и версии гласят, что руны – это нечто сложное, с трудом поддающееся расшифровке или вовсе не расшифровываемое. Напрашивается вопрос, может, они и вовсе не якутского происхождения, а оставлены каким-то неведомым народом, представители которого побывали на территории нынешней Якутии во время экспедиции. И чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо вновь обратиться к теме происхождения якутского народа. Все сходятся в том, что основная основа будущей якутской народности все же была связана более южными регионами, в частности Сибири. Это Прибайкалье, Южная Сибирь, возможно, даже северные районы современной Монголии. И данный процесс начался, как считают исследователи, где-то начиная уже вплотную середины первого тысячелетия до нашей эры. И время это было связано как раз с такими регионами, как, например, Алтай, возможно, Минусинская котловина, которая составляет часть Южной Сибири. Ну и, конечно, основная канва, связанная с будущностью формирования якутской народности, все исследователи связывают с Прибайкальем, где начиная с VI века по X век жили так называемые тюркоязычные куруканы, которые как бы стали основой тюркской, тюркской основы формирования современных якутов. Можно считать уже практически, доказанным, что именно этот период, начиная с рубежа 13-14 веков и вплоть до середины 16 века, в основном происходил процесс формирования якутского народа. В этом процессе принимали участие не только пришлые тюрко-монгольские племена, но и также, несомненно, местные, по всей видимости, немного полезиатского происхождения, а также финно-урало-язычного, самодийского происхождения, несомненно. Но влияние местных аборигенов, которые в каком-то плане принимали участие в формировании современных якутов, было таком не очень заметным. Основное, что привело к формированию народности, особой как якуты, это, конечно, значение тех родов племенных объединений, которые, начиная с указанного периода, по всей видимости, с рубежа 13-14 веков, начали занимать территории Центральной Якутии. И в этом процессе, конечно, какую-то роль сыграли также тунгусоязычные, так называемые тунгусо-манжурские племена. Но их влияние тоже было не таким уж заметным. Если это все очень хорошо отражается в языке, якутском языке,
где вот с точки зрения этимологии исследователи, филологи давно уже определили, что в словарном составе якутского языка примерно 20% слова монгольского происхождения, 4% слова тунгусо-манчжурского происхождения, 10% опять слова, которые совершенно неизвестны. Ныне существует 12 языковых семей в мире, и как раз вот это 10% слов, которые как бы составляют часть лексики якутского языка, неопределяемы. Руны в Якутии были оставлены не некими неизвестными пришельцами, а именно якутами и их предками. Подтверждает это и самый неожиданный вывод. Рунические знаки имели самое утилитарное, бытовое предназначение. Якутские князья, когда ясак собирали, сдавали управы и там документы делали. Вплоть до Октябрьской революции вот они заполняли документы на 2 языках, если так скажем. Вот тут цифровые. И они свои знаки поставляли. Допустим, 175 рублей, если по-русски написано, то якут 175 рублей на своем знаке. Чтобы друг друга они поняли. Это общепринятое. Вот эти документы находятся у нас в Центральном архиве. Их несколько сот. Семен Романович Попов предлагает весьма жизнеспособную и оригинальную версию расшифровки рун. Но она способна, к сожалению, расшифровать далеко не все рунические изображения. К примеру, не могли же данные о налогах высекать на скалах. Значит, все же были и надписи сакрального значения. В 1998 году мы обнаружили 4 рунических надписи на территории Алекаминского Алуса, на местности Клестяк и Марха, река Марха. Расшифровку сделал и я. Расшифровку «эсехтыл» называется. Это совершенное слово. В якутском переводе «этыктыл». Данная надпись была обнаружена в Салданском улусе на наконечнике стрелы. Так, расшифровку сделал востоковед Егор Сидорович Сидоров вместе с академиком Анатолием Гоголевым. Так, рабочая версия расшифровка «Агаил» – это согласие, благорасположение отца. Специалист Левин читал, в основном они являются погребальным эпитафией и в основном заклинанием и алгысом. Например, у Салданском улусе найдена экспедиции Анатолия Игнатьевича Гоголева стрела костяная, и там написано «Агыс», значит, это «состязайся за меня». Стрела моя, найди врага моего. Вот такие руны тоже есть. Они такие очень короткие, но такие емкие. Нечто непонятное и таинственное произошло сравнительно недавно. Отрицательный энергетический посыл из глубины веков дошел и до нашего времени. Вот эта петровская надпись была обнаружена экспедицией академика Кладникова в 1941 году. В ее прочтении это «Ат Ленче Эдеп». В переводе «Аски Мусы Добро». А именно данный знак, он считается тамгой или стрелкой, который показывает, где хранится клад народа Аск. Это киргизское племени. Но в 1995 году мы организовали экспедицию, именно пытались искать этот клад. Но, конечно, мы не обнаружили. Мы сделали раскопку, но потом все обратно закопали, потому что там ничего не было, и не пытались искать. Но где-то мы там работали 20 дней, но после 20, где-то 21 день у нас начали ребята заболевать, там некоторые уже не смогли даже говорить. Были непонятная суматоха, мы все закрыли и все ушли. После этого у нас начались проблемы, которые не можем сказать. Через год мы туда пошли, просили прощения
с духа, ну, именно вот священное слово, вот говорили, там именно древние времена, ну вот, не могу сказать пока что там, какие там ритуалы сделали, но это место священное, поэтому там трогать что-то, там копать, оказывается, нельзя. Впрочем, не все так мрачно. Явно были и алгыс и заклинания с самыми благими пожеланиями. Они все расшифрованы. То есть можно их перевести, эти надписи? Да, вот видите, тут расшифруют кто как. Точная расшифровка. Ну, у нас один турколог есть, ученый. Он расшифровал вот это на деревянных строениях. Он несколько раз ездил, расшифровал. Тут есть еще другие, которые любители тоже расшифруют. Ну, вот это на местности Чергерия, в Чурапчинском лузе. Ну, там 2 письма большие. И не считая вот эти третьи, но они хорошо расшифруют. А что там написано? Написано там в основном, что предстоит, кто такие были в основном. Вот этот, который специалист расшифровал, это вроде бы там кангаласские улусы были, на коне были, стрелами, может, не боевики, а может, охотники. А там, это, которые остальные расшифровали, ну, они оставляли, ну, просто памятники с добрым пожеланием. Зарождение любой письменности неизбежно сопровождается появлением обслуживающих ее предметов, разделяющихся на 2 категории. Первая из них – это письменные принадлежности, от деревянных палочек, перьев для писания до карандашей и авторучек, печатных машинок и принтеров. Вторая категория – вещи, являющиеся продуктами письменности. Все, где используются буквы. Письменность всегда порождает сразу несколько сфер деятельности, являющихся источником существования для людей. От торговли до индустрии. Вот и руны не могли существовать сами по себе. Их появление тоже сопровождалось появлением целой материальной культуры. Это доказывают вполне вещественные реликвии из металла и камня. Они являются подтверждением вот времен рун. В этом году в Среднеколымске наследие первый хангалас, тоже хангалы. Там в музее лежала золотая бляха в виде льва. Этот лев относится к зверино-скифской стиле. Таких находок в Якутии не было, и это является подтверждением вот времен рун. И первые древнейшие руны были найдены в районе Иссык-Куля, сейчас Республика Казахстан. Золотой человек из рода саков, саки тигра Хауды. И этот воин весь в золоте, и у него были 2 серебряные тарелки, и там написаны рунами письмена. И ученые выяснили, что они где-то до нашей эры 5-6 век, это где-то 400-500 лет назад появились первые руны. И вот прикликается как раз с этим золотым львом из Среднеколымска. Вот появилось первое подтверждение этого сопутствующей материальной культуры. Есть календари древнейшие якутские. Я могу показать его, вот недавно нашел. Там обозначали это название месяца, например. Руны распространены по всей Евразии. От Монголии, Средней Азии до викингов, норвежцев. И я считаю, что туда их принесли гунны. Как известно, в степи должен быть один язык и одни письмена. Это есть большое государство. Это государственные письмена. Кажется, это произведение давно минувшей древней эпохи.
И руны в наше время не могут ничего породить, что было бы сферой деятельности современного человека. Кажется, что они и никому не нужны сейчас, кроме узкого круга исследователей. Но это не так. Руны продолжают порождать даже сейчас предметы материальной и духовной культуры. Искатели Якутии нашли человека, который полагает, что прочесть руны можно с помощью не только чисто филологических знаний, но и при помощи физико-математических методов. Более того, на основе рунических якутских надписей им построена целая система. Ну, руна, на самом деле, вот якобы считается, что это скандинавское слово, которое связано с тайной. Ну, а на самом деле уруну – это, как бы сказать, на якутском языке тоже ну, то, что спрятали, то, что отложили на время. И вот это как раз то, что оно читается на якутском языке, ну, вот, удалось обнаружить совершенно недавно, потому что я сам по образованию физик. Ну и, естественно, у меня не было возможности заниматься вот этой письменностью. Но когда вот я написал свою первую книгу «Евразийский союз», ну, ко мне читатели начали говорить, как это так, вы пишете, что у нас якобы было государство, была религия. А государство и религия, они не бывают без письменности. Государственная религия, я считаю. Вот, если речь идет о государственной религии. Ну вот тогда я просто взял книгу Малова и посмотрел, и так как я физик, все-таки математик, поэтому меня поразило, конечно, там несоответствие, не системное соответствие. Потому что вот они предполагали, что вот это, например, это такая буква, но через 2 страницы эта буква у них уже читалась по-другому. Потом на каждую букву у них по 3, по 4 знака приходилось. Ну, тогда я вот просто взял и, так как слышал, что Ксенофонтов ранее вот прочитал такую письменность, и поэтому, раз Ксенофонтов прочитал, почему я не могу попытаться ее прочитать на якутском языке? Ну вот на якутском языке, когда я начал подбирать вот к этим буквам, вернее, к рунам аналоги, то оказалось, что все-таки письменность это слоговая, и вот например, каждая буква, которая отвечала какому-нибудь звуку, она, оказывается, это разные слоги, с твердыми звуками. Ну, то есть, например, буква «Б», она имеет 3 начертания. Одно «Б», второе «Ба» и третье «Ап». Ну, сами знаете, что на якутском языке просто есть слова, которые начинаются с буквы «А». По версии Андрея Ивановича Кривошапкина, сложности в переводе и вообще в письменности возникли при переходе с кириллического алфавита на латинский, причем не только в якутской письменности, но и в узбекской. Закон сопряжения гласных, или еще как, этот закон он выдерживается во всяком случае, и поэтому, оказывается, есть всего 13 правил, которые позволяют читать вот эти руны. И вот в этом году был 3 месяца в Узбекистане, и вот там как раз мне удалось написать вот эту книгу, учебник по руническому письму. Ну, просто, оказывается, у них нету дифтонгов. Они используют только гласные звуки. Ну, а в связи с переходом, например, с русской кириллицы на латиницу, у них там 2 звука пропали. Это буква «э» и буква «и». Ну вот я посмеялся, вот почему у вас, говорит, на латиницу перешли и каким образом язык изменили. Ну а потом сам тоже вот и раньше предполагал, что, например, если выбрасывать гласные звуки, у нас гласных звуков на якутском языке 20 штук, то можно получить совершенно другой язык, который не похож на своего прародителя. Есть у Кривошапкина и методы использования рун для предсказаний. Хорошо знаем вот эту штуку, раньше играли. Вот этим тоже, кстати, раньше играли, это раньше Масою назывался.
А вот это хаблык, а на самом деле это хубу-улык, оказывается. Ну, получение, как бы сказать, предсказания или благословения. Можно и для того, и для другого использовать. Гадание начинается с вытаскивания палочек с рунами по случайному принципу. Но для этого нужно сосредоточиться и думать о своей насущной проблеме или о своих пожеланиях. Сам Андрей Иванович даже говорит: надо маленько впадать в транс, а потом тянуть на. Транс в данном случае вовсе не обязательно подразумевает какое-то болезненное состояние. Это, по сути дела, обычное максимальное сосредоточение внимания. Несколько вытащенных палочек с написанными рунами выкладываются справа налево. Затем значение рун вписывается на обычную бумагу. Получаем целое предложение и его истолкование. Я без всякой сели тянул, без всяких, так сказать, настроек, и поэтому у меня получился маленько несвязанный текст. Хотя часто бывает так, что когда вытягиваете 5 палочек, получается связанный текст. И вот в данном случае вот каждый знак, он имеет тоже вот магическое значение. Ильяс – это мирись, Кю – это энергия верхнего мира, ну это Ба и Хо, ну Бага можно, это желание, ну солнечное желание. Мирись, ну, с получением солнечного желания, что ли. Не совсем понятно, но вот вам гадание с более практическим результатом. Ну все, читаем, вроде бы связанный текст. Таи тут это держи гадание, пойми и делай. Мир не так устроен, как вот мы думали в советское время, потому что те представления, которые вот были у наших предков, они более точно, как бы сказать, соответствуют уже современным представлениям о мире. О том, что человек состоит из 3 энергоинформационных матриц, и можно, воздействуя на эти матрицы каким-то образом, можно получать какой-то результат. Но в древности люди это хорошо знали, и поэтому вот использовали всякие магические ритуалы, но в том числе вот пользовались, например, рунами. Здесь 13 месяцев. Кстати, у русских тоже было, кажется, 13 месяцев, потому что неделя Троицы раньше месяцем считался. И у Карамзина вот это июнь месяц считается Исок. Ну, он, правда, говорил, что это название какой-то певчей птички. Но на самом деле Исок – это, Исех – это то, что вот мы летом празднуем, солнце. И это календарь солнечный, вот это 5 дней, когда солнцестояние летнее, и вот неделя Троицы как раз. Вот там посмотрите. И практически вот 13 чакр, которые имеются у человека. Обычно рассказывают о 7 чакрах, хотя на самом деле их 13. Есть 3 запретные чакры. Ну, тоже вот они не рассказывают. Вот это запретная чакра первая, 2 запретная, вот она, 3 запретная, вот она, чакра. Вот это как раз вот имеет значение вот для, например, для развития человека, потому что у человека должно работать 2 полушария. Вот если эта чакра хорошо работает, то работает это самое правое полушарие, здесь включается работа левое полушарие, и, так сказать, хорошая работа обоих полушарий позволяет достичь вот этого. А если вот одна только полушария работает, то человек не может развиваться и остается на этом уровне развития. Ну, вот практически вот все религии делали так, что люди не позволяли людям проходить вот этот уровень.
потому что это вот как раз развитие вот этих уровней сознания, оно не позволяет человеку стать пассионарием, например, и не позволяет идти против власти. И поэтому уровень пассионариев начинается отсюда, и поэтому раньше власти были заинтересованы в том, чтобы таких пассионариев не было. Ну, не было ведьм, не было этих шаманов, потому что они могут всегда выступить против власти. А поэтому вот все религии, они вот обычно шестым уровнем себя, уровнем мастеров ограничивают. На самом деле все эти 13 чакр у нас худо-бедно работают. И для того, чтобы гармонизировать работу чакр, надо просто вот иметь такую матрицу, на которой вот вы свою, так сказать, свое «я» переводите и начинаете здесь крутить. Это вот гармонизация чакр таким образом делается, посерединке крутится. Но можно крутить и на определенных чакрах, если вот у вас есть там затруднения. Потому что в тибетских учениях это хорошо расписано, какая чакра какой болезни соответствует. Это вот как раз то тайное знание, которое наши предки знали и использовали. Ну а сейчас, я думаю, просто пришла пора про это людям рассказывать, потому что мир изменяется и очень быстро изменяется. Вот, например, если вот мы будем жить так, как вот мы сейчас живем, то мы долго не проживем. Планету мы сами, так сказать, скушаем. А если вот мы начнем заниматься вот этим духовным развитием, уже это самое практически можно и получать и энергию, можно получать кое-что такое, которое вот поможет возникновению новой жизни на Земле. Все исследователи рун, как представители официальной науки, так и исследователи-энтузиасты, пока работают порознь. Одни подходят к изучению рунических надписей с точки зрения филологической науки, другие с позиции этнографии, третьи исследуют их как археологи, криптографы, другие с применением физико-математических методов. Одновременно применяются и нетрадиционные способы, ищущие в них сугубо скрытый смысл, понятный лишь посвященным. Конечно, создать единый центр по изучению рун весьма трудновато, но наладить и укрепить творческие связи друг с другом довольно просто. У всех исследователей рун есть великолепный шанс обогатить материальную и духовную культуру. Якутские руны ждут своей разгадки и своего часа. Недаром руны считаются одним из древнейших способов общения и окружены таким количеством легенд и мистических историй. Возможно, руны — это космическое послание наших далеких предков, когда-то спустившихся на планету Земля из далеких глубин космоса. И тот, кому откроется тайное знание рун, познает истину.